Приветствую вас, дорогие тельцы, вы на канале Таро Дома, меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на неделю с 4 по 10 марта. Смотрим на круглой колоде одну карту настроения, 4 карты сферы жизни. Всего у меня будет 5 карт в раскладе. Так, тельцы, смотрим период с 4 по 10 марта, прогноз на неделю, 5 карт подряд. Настроение, личная жизнь, работа, финансы и самочувствие тельцов. Ваше настроение, личная жизнь, работа, учеба, дела, деньги и здоровье. Кубики. Покажите мне для тельцов период с 4 по 10 марта. 11 дом для вас будет важным на этой неделе. Он показывает, это дом коллективов. Коллективов, групп, может быть еще каких-то команд. То есть вы член какой-то команды или какого-то коллектива. И нужно учитывать мнение других всегда по 11 дому. Также это дом взаимопомощи, какой-то выручки, поддержки, когда коллектив поддерживает нас, и мы поддерживаем коллектив. Как говорят, один за всех, все за одного. Это вот про 11 дом. Так, знак зодиака. Телец, вы, возможно, если есть в окружении еще тельцы, будет общение с тельцами. Но, возможно, карта показывает, что вы много времени будете проводить наедине с собой. Хотя вот здесь вроде выпадают рядом коллективы. Может быть, вас будут пытаться вытянуть, а знак показывает, что вам будет хотеться больше проводить время наедине. Опять же, я посмотрю по этой карте. Ну и смотрим, значит, что здесь выпадает у нас. Это южный узел на эту неделю выпадает. Южный узел показывает, что, в принципе, неделя должна пройти спокойно. Ничего такого этакого быть не должно, потому что по южному узлу у нас уже идет накопленный опыт, и что бы ни происходило, мы уже знаем алгоритм решения каких-то проблем, поэтому эти проблемы нас не пугают, даже если они возникают. Поэтому мы считаем, что данный период будет достаточно спокойным. Смотрим настроение. Интересно, что здесь. Ага, да, видите, 4 мечей. Действительно, вас очень тяжело будет вытянуть из вашего склепа. Дом как склеп. Дом – это моя крепость. Поэтому вот мне нравится сидеть в этих 4 стенах. Мне не хочется никуда идти. По какой причине? Там может быть ухудшение самочувствия по этой карте. Может быть просто такое настроение. Может быть просто хочется полежать на диване, восстановиться таким образом, никуда не ходить. Тут варианты уже могут быть разные. Почему именно? Причина, почему вы не хотите. Но по состоянию это вот хочется лишний раз полежать на диванчике. Вот такое настроение, состояние. За окном, смотрите, солнце, весна, жизнь кипит, бурлит. Да, вот какие-то друзья, единомышленники куда-то пытаются вытянуть. А я ничего не хочу, я хочу полежать. Карты говорят, хочу посидеть в 4 стенах. Вот такое настроение. Поэтому, видите, и кубик показывает, что вы больше всего времени будете проводить с собой, наедине с собой. Смотрим по сферам, как это отразится на вашу жизнь. Личная жизнь. 6 мечей. Кстати, 6 мечей как раз и показывает очень часто отношения на расстоянии. Когда люди разъезжаются, например, там один уезжает в командировку, другой остается дома, может, или, допустим, там в командировку к родителям, неважно, по своим каким-то делам человек уехал. Вот 4 показывает, мы на расстоянии друг с другом. В основном мы переписываемся, общаемся по телефону, мечи. Да, то есть у нас не близкий контакт, не телесный, а информационный на расстоянии друг от друга. Даже если вы не разъезжаетесь, вы точно знаете, что вы будете вместе на этой неделе, то карта показывает всегда, даже если мы находимся дома, то мы все равно далеко друг от друга. Один в одной комнате, другой в другой комнате. То есть мы стараемся не пересекаться. Как раз вот это вот ваше настроение подтверждает эту карту. И я не знаю, как ваша вторая половинка будет себя здесь вести, любимый человек, но вы точно будете убегать от общения. Возможно, ваш любимый человек будет пытаться как-то наладить контакт. Опять же, это не обязательно, я не могу сказать. Я вижу ваше состояние, то, как вы себя ведете. Вы стараетесь убежать, вы стараетесь отдалиться, убежать, потому что у вас просто вот такое настроение на этой неделе. Поэтому, если кто-то смотрит сейчас на тельцов, не обижайтесь. У них просто такое настроение будет на этой неделе. Им не хочется этого общения, телесного контакта. Им надо просто побыть наедине. И, конечно, будет желание куда-то вот уехать подальше и побыть наедине.
Также, смотрите, это может быть, если, допустим, вы один или одна, и вы у меня спрашиваете, есть ли вероятность знакомства? Да, есть по этой карте. Она может показывать вероятность знакомства в дороге, в транспорте может показывать. Также она часто проигрывается как курортные романы, когда мы куда-то приехали, побыли там недельку и с кем-то познакомились. Курортный роман. Потом вернулись, а роман остался там. У кого-то вот может так тоже проиграться. То есть это не серьезные отношения, это гостевые. Вот эта карта еще называется гостевые отношения. Приехал, уехал, приехал, уехал. Может быть, там, когда люди живут на расстоянии и периодически там встречаются раз в несколько месяцев друг с другом, вот часто эта карта показывает. Так что вот так. Такие отношения у вас. Смотрим, что на работе. Десятка кубков. Карта показывает, что на работе, в принципе, все очень даже хорошо у вас. Это карта результата, это карта эмоций, ну, такого эмоционального результата, не физического какого-то конкретного, просто вот эмоционального. Это, знаете, что еще иногда может быть? Работа из дома, тоже десятка кубков показывает дом, семью, когда я работаю из дома. Поэтому, возможно, вы будете работать как-то вот на удалении, опять же, на этой неделе. Либо еще десятка кубков может показывать, что кто-то за меня работает на работе, кто-то, с кем я в хороших отношениях, ну, допустим, там дружу на работе, и этот человек за меня выполняет мои обязанности. Может быть так. Ну, вообще карта очень позитивная. Если бы, допустим, у вас было другое настроение здесь, я бы сказала, у вас могут быть какие-то хорошие результаты на работе. Вы можете что-то сделать, и от этого результата вы будете счастливы. Эта карта говорит, ты получаешь все, что хочешь. Но просто в таком настроении вы можете ничего не хотеть. И вы можете упустить вот этот момент, когда можете что-то получить. Вот так. Я боюсь, что будет так. Но карта говорит, что все может быть, если только вы захотите. Если ищете работу, опять же, это карта позитивного результата, это карта счастья. Ну, опять же, четверка мечей. Есть желание у человека здесь идти на собеседование? Нет, по этой карте, ну ж видно. Не хочет никуда идти. Поэтому, если никуда не пойдете, то, соответственно, ничего не получите. Смотрим деньги. Что с деньгами? Король кубков. Король кубков может показывать, что кто-то вам будет финансово помогать на этой неделе, потому что это всегда человек. Чаще всего мужчина, может быть женщина. Как бы я стараюсь к полу не привязываться. В большей степени мужчина, в меньшей степени это женщина. Вот этот человек может вам финансово помогать, поддерживать на этой неделе вас. Если брать короля как состояние, а не как человека, то ну, как вы относитесь к деньгам? Ну, как король кубков, деньги растекаются как вода у вас на этой неделе. Если обычно вы такие очень ответственные относительно денег, очень экономные, запасливые, назовем это так, то здесь карта говорит, вот вы можете прям тратить, не считать, тратить, не считать. Опять же, из этого состояния. Тут как бы не до подсчетов. Поэтому так. То есть предупреждение, что деньги будут, но они будут легко тратиться у вас на этой неделе. И смотрим здоровье. Что по здоровью? Вот это самое интересное. Ага, тут видите, все-таки отшельник выпал. Я думаю, что у вас, возможно, будет какое-то ухудшение самочувствия. Либо это реально какая-то болезнь. Отшельник часто показывает болезни, особенно связанные с возрастом, вот которые актуальны для вашего возраста. Либо это могут быть болезни, связанные с опорно-двигательным аппаратом. Это может быть просто усталость, истощение, то есть не болезнь, а просто, знаете, такая вымотанность какая-то. И карта говорит, нужен отдых, восстановление нужно. Так что да, здесь что-то по здоровью не очень, поэтому и вам пока не до отношений. И на работе карта показывает, у меня просто нет сил, у меня нет здоровья для того, чтобы воспользоваться вот этой хорошей картой. Так что вот так. Занимайтесь здоровьем своим, занимайтесь восстановлением. Смотрим совет. 4 плюс 6 плюс 10. Короля не считаем, и плюс 9. 29. У нас получается 2 плюс 9, 11.
11 старший аркан — это карта сила, совет, как совет выпадает. Карта говорит, ты должен быть сильным, сильным духом именно, ну, не только физически, но и у тебя должен быть сильный дух на этой неделе, потому что придется бороться за что-то, бороться там за отношения, бороться за работу, бороться за здоровье. Но в вашем случае бороться за здоровье, бороться за себя вам придется. И важно не опускать руки, как, ну, вот карта советует вам. Может быть, какая-то болезнь. Вы сделаете, например, диагностику и найдете какое-то заболевание. И вот карта говорит, ваша задача не расстраиваться. По карте сила у вас может быть ощущение такое, знаете, вот опускаются руки. Я не знаю, что делать, я не понимаю, как это лечить, я не понимаю, возможно ли это вылечить. Вот карта говорит, ваша задача не опускать руки. Найти хорошего врача, он вам напишет, да, то есть как избавиться от этой болезни. Ваша задача просто выполнять, и все. Самое главное не расстраиваться и не опускать руки. Поэтому вот такая здесь подсказка для вас. Но здесь однозначно, скорее всего, что главной темой для вас выйдет тема здоровья на этой неделе. Благодарю за внимание, тельцы, и жду вас на своих новых видео.